прямом эфире новости Татарстана. Здравствуйте. В студии Даяна Саитова, и в начале коротко о главных темах выпуска. Новый застройщик в ЖК «Яшлек». Спасибо. Спасибо. Это уже будет не ваша забота. Когда получат ключи от своих квартир обманутые дольщики, узнал Слава Мухаммадуллин. 17 километров новой дороги. Это очень хорошо. Очень нам было тяжело ездить, развязок мало, узкие дороги. Почему ремонта на трассе М7 так ждали водители и в чем уникальность технологии строительства, знает Сергей Хайдаров. Никто, кроме них. Как десантники Татарстана отмечают 89-ю годовщину образования войск, увидел Рамиль Шайдуллин. Ташкентский плов, тайские шашлыки и жареное мороженое. С любовью надо готовить, поэтому вкуснее будет. Самые лучшие деликатесы увидела Алия Хайрудинова. В ЖК «Яшлек» новый застройщик. Строительство 6 домов в Пестричинском районе заморозилось в 2016 году. Тогда статус «обманутый дольщик» получили больше 100 семей. И вот вопрос начал решаться. Республиканский фонд поддержки дольщиков выделил на достройку 50 миллионов рублей. Когда будут ключи от квартир, узнал Слават Мухаммадуллин. Вот в том доме, во втором доме, третья квартира, у меня первый этаж. Вот видите, дом стоит под крышу. Именно там семья Натальи Смольниковой купила квартиру 3 года назад. Сразу оплатили всю сумму. Но переехать в том же 2016-м не удалось, как, впрочем, и в 2017-м. Застройщик попал под банкротство, стройка встала. Страйком у нас банкротится старый застройщик. Идет конкурсное производство. И вот нам государство предоставило сейчас нового застройщика «Бриз». И сегодня за общим столом есть что обсудить. Ведь за время ожидания дольщики даже разбили палаточный лагерь на месте долгостроев. Сейчас его планируют убрать. Мы верим, вот сегодняшний день у нас самый веселый день, что нам обещали. С новым застройщиком они сегодня и познакомились. Минстрой представил инвестора жителям. Директор ответил на все вопросы и рассказал, что в планах. Ведутся работы по восстановлению кровли в полном объеме. Ведутся работы по подготовке газификации, внутреннего газифицирования жилых домов, обследование сетей прилегающим домам. В квартирах должна быть чистовая отделка, потому фронт работ еще не маленький. Хотя где-то уже есть обои, а где-то вот нужно переделывать штукатурку. Для этого Республиканский фонд поддержки дольщиков выделил застройщику 50 миллионов рублей. Плюс из бюджета добавят деньги на инженерные сети. Получили уверение, что к началу октября эти 4 дома будут завершены в полном объеме. К этому моменту будут все решения приняты по наружным сетям. Это вода, канализование, это электричество, это газ, основополагающий. Никаких доплат с приходом нового застройщика владельцам квартир делать не придется. А вот 6 дольщикам 2 домов, которые на стадии котлована, предложат или выкуп, или квартиры в других ЖК. Слават Мухаммадуллин, Марат Зайдуллин, ТНВ, Пестричинский район. Вторую разморозку долгостройфонда на Губкино Казани обещает в середине августа. Кто будет достраивать проблемные объекты и почему процесс запустится после выхода президента из отпуска? Читайте в интернет-газете «Реальное время». Застройщики, банкиры и риэлторы сегодня вместе обсудили изменения на рынке строительства. По 70% объектов Татарстана, которые должны достраиваться с помощью эскроу-счетов, поданы заявки на получение проектного финансирования. 12 застройщиков в Казани уже заключили договоры с банками. Напомним, с 1 июля в стране работает новая схема долевого строительства. Средства дольщиков будут поступать на эскроу-счета банков. Застройщик сможет их получить только после сдачи дома. В столице с привлечением средств дольщиков сейчас строится 118 высоток. 17 километров нового полотна и дорога, какой в Татарстане еще не было. В Зеленодольском районе на трассе М7 начали ремонтировать большой участок. Кроме самого асфальтового покрытия, строители обновят и водопропускные коммуникации. Почему ремонта так ждали водители и когда объект сдадут, знает Сергей Хайдаров. Начали неделю назад. Как разрешение нам дали, мы поставили дорожные знаки, сняли растительный слой. Сейчас здесь работа в прямом смысле кипит. Копают, грузят, расчищают. Дел у строителей не в проворот. Должны перевести с места на место с выемкой в насыпь 1,5 миллиона тонн грунта. Я вот смотрю, дождь собирается, тучи прямо за нами. Скажите, ливень сможет как-то помешать вашей работе? Ливень, конечно, мешает нам на земполотно. То есть, если мы сейчас
не будем возить грунт, то у нас другие работы тоже есть, материалы возим. Это только самое начало, и надо многое успеть. Впереди ремонт 17-километрового участка. В проект также входит ремонт 30 водопропускных труб, они сейчас под землей, и строительство удобных съездов к селам, которые находятся вдоль дороги. Здесь же появятся 13 современных автобусных остановок. В предвкушении нового асфальта водители ликуют уже сейчас. По этой дороге часто приходится ездить. По нормальной дороге ездить всегда приятнее, чем по колдобинам. Это очень хорошо. Очень нам было тяжело ездить, развязок мало, узкие дороги. Сейчас на этом участке дороги трудятся больше 20 строителей и больше 10 единиц техники. Пока кто-то расчищает все от лишнего, другие вот так вот укатывают будущую дорогу. В общем, работа кипит и идет полным ходом. И, как видите, мне сегодня тоже удалось приложить к этому руку. Технологии и материалы строительства у дорожников совершенствуются каждый сезон. Эта трасса скоростная, и ехать здесь будут по 110-120 км в час. Поэтому в первую очередь дорога должна быть безопасной. По словам строителей, аналога этого участка в республике еще нет. На этом участке заложены гофрированные трубы, порядка 30 штук, спиралевидные. Раньше их не применяли, было железобетонное изделие. На этом же участке, согласно главгосэкспертизе, применили дарнит и геосинтетику. Геосинтетика на участке заболачиваемости, она будет модуль упругости намного лучше держать. Ремонтировать будут поэтапно. Полностью реконструкция объекта должна завершиться к концу 2022 года. По масштабам она сопоставима со строительством участка М7 в сторону Челнов. Его сдали прошлой осенью. В сторону Москвы осталось реконструировать 35 километров. И вся трасса от границы Чувашии до Челнов будет первой категории. Это уже к 2024 году. Сергей Хайдаров, Вадим Илларионов, ТНВ, Зеленодольский район. Нападение, оскорбление, неподобающее отношение. Нередко на врачах пациенты вымещают свое недовольство медицинским обслуживанием. Почему в последние годы падает авторитет медработников? Ответ на вопрос искали сегодня на дискуссии в РКБ совместно с депутатами Госсовета. Зарина Ахметова выслушала стороны. Танечек, Маша. Хорошо, спасибо. Мария Якимова буквально вчера родила третьего мальчика. Сегодня не стесняется показаться перед камерой. Признается, чувствует себя хорошо. Все благодаря врачу Эльмире Галимовой. Именно к ней хотела попасть во второй раз. Абсолютно без всяких осложнений. У врача золотые руки. Роды не первые у этого врача, поэтому уже знаем, к кому обращаемся. Нужно как раз добиться того взаимопонимания, чтобы врач и пациент были на одной волне. Если они будут на одной волне, если это взаимопонимание будет налажено с первого же шага, тогда все, конечно, у нас будет хорошо. Но добиться взаимопонимания стремятся не все, говорят люди в белых халатах. Случаи оскорбления, а иногда даже нападения на врачей становятся нередким явлением. Чаще всего достается сотрудникам скорой помощи. Синяки, а иногда даже ножевые ранения. Конфликт врача и пациента, падение престижа медицинской профессии. Почему возникают такие проблемы? В РКБ сегодня большая дискуссия. Кадры должны быть они достаточные и очень достойно квалифицированные. К этому идти. Второй, материально-техническое состояние каждого лечебного учреждения, чтобы кадры могли реализовать, имея хорошее оборудование. Третье, чтобы они за свой труд могли бы адекватно получить зарплату. Врач должен думать всегда, что нужно сделать, что можно усовершенствовать, чтобы качество медицинской помощи было действительно правильно. И чтобы был удовлетворен пациент. Это самая главная задача. Именно на качество обслуживания чаще всего жалуются пациенты. Говорят, недовольство потерянным в очереди временем вымещают на приеме. Во-первых, не возьмешь талон врачу, потом надо ждать талон другому врачу. К врачу попадаем, уже мы все психованные, взвинченные бываем. И все зло срываем, выговариваем врачу. Решить эти и другие проблемы в здравоохранении призван нацпроект. В этом году на финансирование 7 региональных проектов из федерального бюджета выделили более 5 миллиардов рублей. Но депутаты решили заглянуть в проблему глубже. Может быть, она не только в финансах. Кто, как не врачи, должны эту тему поднять, обсудить и дать нам предложение о дальнейшем движении. Может быть, необходимо изменять законодательство. Все предложения врачей приняты. По каждому будет работать Комитет по социальной политике Госсовета Республики. Зарина Ахметова, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань.
Никто, кроме них. 89-ю годовщину образования воздушно-десантных войск сегодня отмечают десантники Татарстана. День памятный вдвойне. Сегодня они заложили капсулу, на месте которой уже к зиме появится мемориал в честь тех, кто сегодня в стропах, и тех, кого уже нет. Как плескалась синева, увидел Рамиль Шайдуллин. Как на службе их не пугает ни дождь, ни грозы, так и в этот день ничто не помешает их празднику. 2 августа – день ВДВ. В Казани сотни десантников. По традиции цветы в память о погибших. Они честно и по-геройски исполнили свою воинскую присягу. Вечная им память! Командует парадом старейший десантник республики. В свои 94 Павел Клетнев в строю. Он до сих пор прыгает с парашютом, ведь для десанта любовь к небу – это на всю жизнь. Даже на рингтонах сегодня расплескалась синева. Да и голубых беретов в городе сегодня столько, что хватит на целый полк. Отметить эту дату каждый считает своим долгом. Этот день, как бы вам сказать, он выше всех праздников. Я, например, уже сколько лет как отслужил, я ни один год не пропускал. Каждый год с работы отпускают. В республике целые династии десантников. Например, маленький Амир еще не знает, что значит небесные цвета на его одежде, но и у папы такие же. Это мечта детства. Она исполнилась. Хотел, чтобы сын пошел дальше, да, по этим же стопам. Такому братству свое знаковое место. В Парке Победы десантники заложили капсулу, которая вскоре должна стать монументом. Монумент будет из себя представлять небольшой архитектурный ансамбль, куда будет вписана боевая машина десанта, а у подножия будет место, куда сможет прийти каждый и воздать честь воинам. Хочется объявить сбор денежных средств на данный монумент, который будет возводиться абсолютно только на благотворительные средства. Чтобы каждый мог узнать, эти люди сражались и продолжают сражаться за мирное небо. Никто, кроме нас! Рамиль Шайдуллин, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Это новости Татарстана и далее в выпуске. От дворовой коробки к большим стадионам. 27 августа культурной столицы нашей Родины представлять и защищать честь Республики Татарстан. Чистополь сегодня принимает финал регионального этапа Всероссийского фестиваля дворового футбола. О целях юных чемпионов. Вероника Гайнутдинова. Ташкентский плов, тайские шашлыки и жареное мороженое. С любовью надо готовить, поэтому вкуснее будет. Самые лучшие деликатесы увидела Алия Хайрудинова. 4 партии выбывают из предвыборной кампании. Партия ветеранов России, Российскому общенародному союзу, Родине и партии «Добрые дела» сегодня ЦИК Татарстана отказал в регистрации. После проверки комиссия обнаружила нарушения в их документах, которые не позволяют допустить кандидатов к выборам в Госсовет. Об этом сообщили сегодня на заседании Центра избиркома. Партии «Добрых дел» и партии «Родина» не предоставлены документы для регистрации. И 2 политические партии, партия «Ветераны России» и партия «Российский общенародный союз», из представленных документов обнаружено было в ходе проверки 10 и более процентов недостоверных, недействительных подписей, что привело к уменьшению количества подписей, которые затребовалось для регистрации. Ровно 5 недель осталось до голосования. Как сегодня нас проинформировал ЦИК, в избирательном марафоне будут участвовать 7 партий. У 2 из них в названиях присутствует слово «коммунисты». Сегодня именно они на своих пресс-конференциях обменялись взаимными обвинениями. Все скандальные детали в репортаже Дмитрия Аринина. Добрый день, уважаемые журналисты. Уже 2-й день во всех сайтах, каких-то телеграм-каналах кипит мой телефон. Даже вчера звонили из США. С такой преамбулой, держа интригу, перед полным залом журналистов, которых в таком количестве, пожалуй, редко увидишь на пресс-конференции КПРФ, появился лидер КПРФ Хафиз Миргалимов. Интерес прессы понятен. Не каждый раз в разгар избирательной кампании первый номер партсписка якобы уходит в отставку. Но уходит или не уходит, мы так и не услышали. Мое мнение есть, об этом я доложу, а потом, если нужно, еще раз соберу пресс-конференцию. Потому что я солдат партии. Просто так
хотя внутреннее решение принято, не могу без согласования и с руководством партии, и своим пленумом товарищем. Из этого заявления прессе стало ясно, что будет еще одна пресс-конференция по поводу отставки или не отставки. Вдобавок к заявленной теме встречи об отставке Миргалимова, руководители КПРФ пожаловались, что на них якобы оказывают всяческое давление. Коммунисты России нацелились на них якобы черным пиаром, как пример инцидент с плесканием в лицо. Вчера, по-моему, в Новосаинском территориальной комиссии вплеснули коммунисты России, ихний кандидат, какой-то нашему кандидату химический состав. Ожоги получилось. Все это время в зале, как оказалось, выступление лидеров КПРФ слушал представитель коммунистов России Василий Новиков. Именно его они винят в инциденте. Я прошу прощения. Хафиз Гаязович известный лжец. Его уже по решению суда. Его по решению суда уже. Это Василий Новиков? Вот это как раз тот человек, который вчера. Так, минутку, не мешайте. В итоге КПРФ взяли числом, и коммунист России зал покинул. Буквально через час уже по другому адресу началась пресс-конференция коммунистов России. Мы сегодня проводим пресс-конференцию. На встрече с журналистами коммунисты России тоже пожаловались уже на КПРФ, который устраивает постоянные провокации и делает все возможное, чтобы снять с выборов их кандидатов. Что на сегодняшний день происходит? Нанятые юристы, московские, со стороны КПРФ, а денег у них немерено, мы знаем, сколько они с бюджета получают. Зюганов получает около 2 миллиардов рублей в год. Нанятые эти юристы начинают проверять подписи, начинают ходить по ТИКам, по ЦИКам, мешают нам работать. По мнению коммунистов России, республиканское отделение КПРФ вообще полностью отошло от коммунистической идеологии. И это уже никакие не коммунисты, а представители буржуазно-олигархического строя. Кто в этой пятерке в первой? В первой пятерке у них Миргалимов, Прокофьев, откуда неизвестно взявшийся в 2009 году не успел в партию вступить и уже стал депутатом Госсовета. Третий – это Комиссаров, бизнесмен крупный. Четвертый – это Атласов, магнат, как говорится, мусорный. Обратите, пожалуйста, когда была пресс-конференция, на часы у Прокофьева, которые стоят где-то около 200 тысяч рублей. Они так прогнили, так было противно этих слушать, что я не выдержал и прям вышел к их столу и сказал им, глядя в глаза, что они лжецы. Со слов Новикова, инцидент с плесканием воды – провокация со стороны КПРФ. Я выходил, он идет, мы с ним столкнулись, у меня в руке была вода, в него попало. Какая-то женщина пожилая, которая оказалась его матерью, набросились на меня. Потом стали истерику прямо комедию ломать. А сейчас они на пресс-конференции заявляют, что это едкая химическая жидкость. Это они явно у Навального взяли. Мы нашли Романа и Татьяну Юровых, о которых идет речь. Химический ожог конъюнктива обоих глаз. Плеснул непонятной жидкостью мне в лицо. Потом кандидату в депутаты Юровой Татьяне Алексеевне также плеснул в лицо этой жидкостью прозрачной. Сейчас на глазах ничего нет, прошло уже все? Нет, вот у меня вот с этой стороны. Красный точка. Да, это дерматит и отек. У обоих есть справки из больницы, но каких-то заметных следов химатаки на лице матери и сына нет. Кто прав, кто виноват в этой истории, предстоит разобраться полиции. У КПРФ открыт своего рода еще и второй фронт борьбы, на сей раз уже с Центра избиркома республики. Они обвиняют ЦИК, что те не дают должным образом знакомиться с документами. Даже документы, на основании которых начинаются выборы, даже их не дают посмотреть. Как заявляют в Центре избиркоме, напротив, представители КПРФ проводят политику провокаций, игнорируют права других партий, давят на членов избирательных комиссий, нарушая общепринятые нормы и процедуры. В Центральной избирательной комиссии созданы все условия для ознакомления вышеуказанными документами. Заполняется соответствующий реестр выдачи, ведется видеозапись. Член комиссии правильно-совещательного голоса от КПРФ также вел практически на ежедневной основе ознакомление с документами других партий. Однако 1 августа, не дождавшись документов для рассмотрения, он вызвал наряд полиции, мешал нормальной работе комиссии, утверждая, что ему документы на ознакомление не выдают. Потом он расписался объяснительных показаний, что претензий комиссии не имеет. И вот как события на левом фланге предвыборной борьбы комментируют другие партии. У них давняя дружба. То есть коммунисты России
возникли в Татарстане как часть людей, которые в свое время выступили против Миргалимова и были исключены. У них идет борьба, я думаю, так не из-за того, чтобы за идеи, чтобы народу помогать, чтобы людям, гражданам нашим помогать, а, наверное, за то, что за места, кто вот сидит в это кресло. Скорее всего, это погоня за дешевым пиаром. Они, в общем, друг друга достойны. Я думаю, что только Карл Маркс, наверное, разберется, кто из них настоящий коммунист. Так, в этот холодный день августа красные поддали жару. Дмитрий Айринин, Данил Филатов, ТНВ, Казань. К другим новостям. 20 человек, одно озеро и 130 мешков мусора. Сегодня волонтеры очищали берега и дно озера Марий на Казани. Эта республиканская акция добралась до столицы. С начала лета активисты очистили 309 водоемов и сегодня пришли не на простой объект. Почему? Ленар Геннатуллин знает. Вчера вытаскивали, сегодня вот высохло уже. Сегодня складываем мешки и увозим. Десант экологов-волонтеров сегодня высадился на берег озера Марьино в самом центре Новосавиновского района Казани. В основном это жильцы близлежащих домов. В течение года они практически еженедельно выходят на субботники, но зачастую этого не хватает. Нашлись волонтеры, инициаторы. Вот Анна Фаритовна помогла. Очень большое спасибо ей. В общем, мы благодарны. Озеро намного чище стало. Систему очистки озера от водоемов придумали сами активисты. Вот такие вот водные грабли они опускают в воду. 2 человека на берегу с помощью веревки тянут ее в свою сторону. Тем самым грабли собирают практически все водоросли на своем пути. Глубина проблемы не только во внешнем загрязнении водоема, говорят волонтеры. Год назад рядом начали строить высотку. Тогда застройщик для устойчивости фундамента засыпал песком часть озера. Жители пришли в ужас. Из-за этого песок распространился по всей территории озера, появились силовые отложения и уменьшили глубину озера и перекрыли родники, которые питали это озеро. Оно стало заиливаться, начал выделяться сероводород, озеро стало гибнуть. Сегодня сотрудники застройщика к субботнику присоединились. Они намерены и дальше спасать Марьино. В планах после уборки водорослей и мусора запустить земснаряд для освобождения родников. И таких гибнущих водоемов в республике немало. На сегодняшний день почищены 309 водоемов по республике Татарстан и приняли участие более 6 тысяч человек. Акция «Чистые берега» проходит сейчас по всему Татарстану и будет идти до 30 сентября. Ленар Геннатуллин, Игорь Романов, ТНВ, Казань. От дворовой коробки к большим стадионам. Чистополь сегодня принимал финал регионального этапа Всероссийского фестиваля дворового футбола. Соревнования проходят в рамках партийного проекта «Единой России. Детский спорт». Как футбол во дворе может привести на большую арену, знает Вероника Гайнудинова. Футбол – самый популярный вид спорта в нашей стране. Но он существует не только на больших полях, трибунах стадионов и высших лигах. Настоящую футбольную страсть и талант можно найти и на улице. Точнее, во дворах. Именно здесь зарождается любовь к спорту и появляется мечта сыграть на большой арене. Динарий Диатуллин в футболе уже 6 лет. Сегодня он защищает ворота своей команды от нападения соперника из Чистополя. Дворовой футбол – это прежде всего футбол, где всегда играют люди. Должны всегда забивать, и дворовой футбол это не означает, что надо всех резать. Надо играть спокойно, без никакого негатива. Здесь 70 ребят из 11 районов республики. Они победители муниципальных этапов. Главное отличие от профессионального футбола – в команде по 6 игроков. Ребята играют 2 тайма по 10 минут. Но скорость, точность и умение играть в команде здесь также важны. Мне нравится футбол, потому что он поднимает характер и поднимает дух. Я занимаюсь 6 лет. Я испытываю чувство дружбы, чувство радости, счастья. Знакомлюсь со многими игроками из других городов. Соревнования провели, выявили сильнейшую команду, и вот она здесь присутствует. Фестиваль одновременно проходит в 56 регионах России. За 2 месяца юные футболисты сыграли более 1000 игр. Только в Татарстане в соревнованиях приняли участие 2200 ребят. Самый масштабный турнир по дворовому футболу – партийный проект «Единой России». Здесь любой подросток может проявить себя, понимаете? Выйти и проявить. Это как раз будущее Российской Федерации. Характер можно проявить, силу воли. В серии пенальти решающий момент в матче. Победитель представит нашу республику на российском финале. В Санкт-Петербург в конце августа отправятся футболисты Мензелинска. Вероника Гайнудинова, Алмаз Зиятдинов, ТНВ, Чистополь.
Запах жареного стейка, ташкентского плова и даже таиландского шашлыка заманивал всех, кто сегодня оказался на Кремлевской набережной. В эти дни она превратилась в большой фудкорт. Не забыли и о самых маленьких. Наш детский телеканал впервые приготовил шаян-бутерброд. Уплетали его за обе щеки. Секреты приготовления изысканных блюд узнала Олега Хрудинова. Вот твоя небольшая бабочка. Журналисты Шаяна перевоплотились, а вот герои остались неизменны. Самым маленьким сегодня готовили сладкие пряники и первый в истории шаян-бутерброд. Есть такая рыба-клоун полосатая. Точного рецепта шаян-бутерброда нет. Главное, чтобы сытным был. Мы делаем бутерброд, вот, например, наподобие рыбы, наподобие божьей коровки. Дети за обе щеки уплетали гастрономический эксклюзив. Было очень вкусно, мне очень понравилось. Очень понравилось. Хлеба и зрелищ сегодня этого было с избытком. Кто-то жарил мясо и заманивал ароматами, а кто-то устроил целое шоу. Опыт, тренировки, главное владение тестом научиться и все. И мы решили не отставать. Вот и мы, несмотря на дождь, решили научиться крутить итальянское тесто для настоящей пиццы. Руку прямо. Ага. И легким движением кисти перекидываем. Вот, почти. А здесь жарят огромные куски мяса. Целое таинство приготовления ташкентского плова. Настоящий плов, он должен готовиться с большим куском мяса и курдюком. Таиландский шашлык, курица по-итальянски и американский бургер, но желудок просит привычное. Несмотря на обилие деликатесов, татаростанцы стабильная самая большая очередь за шаурмой. Несмотря на переменчивую погоду, желающих продегустировать немало гастрономическое удовольствие получали всей семьей. Часто устраивать подобные мероприятия, чтобы народ собирался. Узнавали что-то новое, какие-то блюда новые пробовали. Плов меня устраивает. Я сам люблю готовить. И неплохо. Какое-то экзотическое блюдо, маринованные шашлычки в каком-то соусе, не знаю, сейчас попробуем. Вкусный фестиваль продлится еще до конца недели. Алия Хайрудинова, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Еще больше новостей в наших соцсетях ВКонтакте и Инстаграм. Вечерний эфир продолжит программа «Вызов 112», а сейчас прогноз погоды. До встречи в 21:30. Добрый вечер. Время новостей спорта. ТНВ, в студии Алмаз Гафиятов. Путевок мало, а на Олимпийские игры хотят все. Женская сборная России по волейболу начинает свой путь в отборе на главные старты четырехлетия. Вести команду к заветной мечте взялась капитан казанского «Динамо» Евгения Старцева. Опытная связующая станет главным действующим лицом и в национальной сборной. Кроме нее, большая вероятность выйти на площадку у Анны Котиковой, Дарьи Малыгиной и Ирины Королевой. Последний этап стартует в Калининграде. С одной стороны домашние стены, а с другой огромная ответственность и ни единого права на ошибку. Все будут цепляться зубами за все мячи. То есть, потому что это сборные, это профессиональные команды. Не должны мы смотреть на них, мы должны концентрироваться на своей реализации, на своих моментах. Продолжаются соревнования по стендовой стрельбе в рамках 9-й спартакиады учащихся России. По итогам первой половины розыгрыша турнира в активе татарстанских спортсменов 5 медалей на траншейном стенде. Весь пьедестал в турнире среди девушек заняли стрелки юношеской сборной Татарстана. Иулита Егорова, Айсулу Абдурахманова и Полина Князева. А вот юношам в личке немного не хватило удачи. Сразу 2 медали принес татарстанцам микс. Александр Лукаянов и Алина Ахатова выиграли золото. Бронза в активе другой татарстанской команды Игната Рыжова и Улиты Егоровой. Набережные Челны примут забег татарстанской серии спортивных мероприятий «Тимирман». На Камском полумарафоне участников ждет принципиально новый формат бегового старта. Основное отличие заключается в обратном отчете времени на табло. Каждый участник заявляет время прохождения дистанции. Выигрывает не тот, кто пробежит быстрее, а тот, кто окажется ближе всех к заявленному времени. Кроме основного забега, во Вторграде состоится и детский старт «Тимир Kids», а любители поплавать смогут испытать свои силы в заплывах «Кама Swim». И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте. О погоде на 3 августа после небольшой информации. Давно мечтаете о новой кухне? Хотите качественно, в срок, да еще и со скидкой 20%? Звоните в Данил Мастер 2 167 166. Адрес Восстание 23.
Пасмурный, холодный и дождливый циклон продолжает управлять погодными процессами в Татарстане. И по данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке в Бугульме, Бавлы, Азнакаево будет облачно и дождливо, 15 градусов тепла. На северо-востоке, в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге также плюс 15 и без осадков не обойдется. На севере Татарстана, Менделинске, Агрызе, Менделеевске синоптики обещают дождь и 14 градусов тепла. На северо-западе, в Арске, в Кукмаре, Балтасе переменная облачность, местами с дождем и до 16 градусов. На юго-западе, в Болгре, в Буинске, Дрожжаном переменная облачность, тут без осадков плюс 18. В центральных районах, в Чистополе, Альметьевске, Мамадыше облачная погода с прояснениями, местами дождь и до 16 градусов со знаком плюс. В последующие дни температурный фон не изменится, а вот осадков станет меньше. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост» – лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 10 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 10 тысяч операций. Пациентов с жалобами на боль в спине часто направляют к хирургу. Мне уже удаляли грыжу позвоночника, и снова все повторяется. Направляют на операцию. Что делать? В медцентре «Доктор Ост» уникальный робот помогает вернуть искривленный позвоночник в норму. Грыжа начинает самостоятельно втягиваться на место, освобождая пережатые нерв и сосуды. Боль уходит. Возвращается легкость движений. Вниманию абитуриентов! Российский исламский институт продолжает набор на 2019-2020 учебный год по направлениям подготовки: журналистика, лингвистика, теология. Документы принимаются до 15 августа. Телефон в Казани 251 01 55. О погоде в столице. В Казани ожидается переменная облачность, днем без осадков. Температура воздуха 16-18 градусов. Ветер западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы, влажность воздуха 67%. Магнитное поле Земли спокойное. Это вся информация к данной минуте. В студии была Лейла Латыпова. Всего доброго и до свидания.